Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить о обычной абхазской проблеме, о затяжном политическом кризисе, который вновь обнажился, и он пришел как-то вдруг неожиданно для нас. Сразу же после праздника Победы все опять закрутилось. И это известная история, когда там депутат парламента вместе со своими земляками, дзюбжинцами в День Победы хорошо посидели, потом, как часто это у нас бывает, постреляли в воздух. И милиция во главе с министром внутренних дел наводила порядок, так навела, что, в общем-то, вышел достаточно серьезный политический кризис, который собрал у стен парламента митинг. Не только дзюбжинцы подтянулись и оппозиционная среда подтянулась. В общем, не только об этом мы сегодня, но и о нескольких проблемах, которые существуют уже хронически в нашем обществе. Мы об этом поговорим сегодня с писателем, известным нашим писателем Надеждой Венедиктовой и нашим постоянным экспертом Астамуром Таня об этой проблематике. Надя, я знаю, я читал даже твой пост по этим событиям. Вообще, как ты сейчас вот смотришь на все то, что произошло, и как все это вот как бы временно пока разрешилось? Ну, я предлагаю посмотреть на ситуацию более широко. Потому что это сама конкретная ситуация, там ведется разбирательство Генпрокуратурой, подождем, так сказать, ее решения. Я предлагаю начать с того, что у нас в стране культ пистолета, культ оружия, культ силы. И из этого исходят многие проблемы. Потому что когда в мирной современной жизни, а я надеюсь, что мы все-таки стремимся построить современное государство, да, вот, значит, считается, что ходить с пистолетом, стрелять – это все нормально, то мне, как мирному человеку, кажется, что это неправильно. Потому что культ оружия – это культ силы, а культ силы всегда препятствует культу закона. Вот эти две противоборствующие силы, они у нас находятся в таком положении, когда культ силы пакует все время закон. Вот. И я хочу начать с очень простенького примера. Вот мы себя позиционируем как курортная страна, да? Что мы основные деньги зарабатываем на курорте. И я напоминаю о том случае, который был в Самшитовой роще в июне, да? В самом начале курортного сезона. Понимаете, для меня нормальный гражданин – это тот, кто соотносит себя со своей страной. Тот, кто заботится о ее благосостоянии, о ее репутации и так далее. И я не могу себе представить, чтобы нормальный гражданин с пистолетом, тем более, что этот гражданин имел раньше проблемы с правоохранительными органами за незаконное хранение оружия, он приходит туда с пистолетом, его пропускают, хотя там какая-то охрана есть. Начинает там в баре приставать к девушкам, которые сидят со своими мужиками, и когда ему дают такой небольшой отлуп, он стреляет по ногам. Но это дикая ситуация, тем более Самшитовая роща. Это один из самых таких престижных, респектабельных курортов нашей страны. Вот. И там происходит эта ситуация. Мне кажется, что, понимаете, это нельзя было спустить просто на тормозах. Как один из руководителей Самшитки сказал, что давайте не будем раздувать. Вот как раз это надо было, понимаете, как показательный пример. Человек не думает ни о чем, он думает только о своем каком-то примитивном удовольствии, о своих понтах. Слушай, в начале курортного сезона ты приходишь и вот такую штуку учиняешь. Мои московские знакомые, кстати, этой зимой там отдыхали, очень довольны. Я говорю, такой цивилизованный курорт. И вдруг тебе бах, это, понимаете? И мы об этом не говорим, ничего. То есть мы все вот эти проявления силы, как-то принимаем как какие-то привычные явления. Там кто-то слегка повозмущается, и все. Понимаете, нужно отходить от культа силы. Понятно, что
культ оружия был раньше, когда опасная жизнь была, когда тебя там подстерегала опасность, особенно на Кавказе, из каждого куста, когда был там принцип родовой мести и так далее. Но сейчас, если мы хотим построить правовое государство, которое обеспечивает всем своим гражданам равные права и комфортные условия жизни, не должно быть, что кто-то без пистолета, а кто-то ходит с пистолетом. Но у нас, я думаю, это не сегодняшняя проблема, она давно у нас стоит, и мне кажется, в общем-то, и само общество, оно стало таким, как бы, очень агрессивным. И мне кажется, вот это отсутствие в реальности такого закона, который, как дышло у нас все время куда-то по-своему все время трактует, оно создает, наверное, может, условия того, что люди вооружаются. Они надеются на себя, на свой род и так далее, на своих друзей и так далее, мне кажется. С другой стороны, конечно, я смотрю на эту проблему чуть-чуть как бы действительно пессимистично, потому что это оружие, оно везде. Оно везде. И странно, когда ты видишь, там, допустим, в тех же ресторанах и там где-нибудь на улице молодые люди, там 20 с чем-то лет, и носят. И я знаю, что они носят, официально носят, они получают это разрешение. Это не я не выдаю это разрешение, не ты и не Астамур выдает разрешение, то есть это легально. И я думаю, когда там власти там возмущаются по поводу оружия, но извините, ну не мы власть, вы этим людям раздаете оружие, потом возмущаетесь. Я об оружии потом хотел бы поговорить. Астамур, все-таки, учитывая, что ты, в общем-то, такой человек, который делает периодически политический анализ ситуации. Как ты думаешь вообще, вот вроде бы договорились, что до понедельника все как-то разрешится в ту или в эту сторону. Что это будет? Политическое решение или это будет такое некое правовое решение? Ну, естественно, это будет политическое решение, которому будет придан правовой характер. Вот. Так на тормозах спустить эту ситуацию не получится. Вот. Я тоже хочу последовать примеру Надежды и вот шире на этот вопрос посмотреть. Этот вот эпизод, ну он же не единичный. У нас это все носит систематический характер. Значит, для этого есть определенная среда. И мы давайте вот посмотрим на состояние вот, наших политических элит, нашей власти, всех ее ветвей. Вот. Мы видим, что туда в массовом порядке пошли люди, представляющие или не чуждые, так скажем, уличной субкультуры. Вот. И вот ты, бывает, когда смотришь по телевидению трансляции там, заседаний парламента, вот, и ты понимаешь, вот порой там вот такая тональность разговора, она идет в духе вполне узнаваемых вот таких уличных наездов. Эта политическая культура, она транслируется в общество, она становится нормой. Вот какая опасная тенденция. И вот ты когда смотришь, ты видишь, ты понимаешь, что вот представители сидят исполнительной власти, вот законодательной, обсуждают некие вопросы. И ты приходишь к выводу, что эти люди не знают Конституцию Абхазии и ее законов, которые они обязаны обеспечивать. Как они могут выполнять свои функции, совершенно непонятно. Вот у меня вот такое есть предложение для всех представителей нашей власти. Пусть они, если это сохранилось в архиве телевидения, пусть они возьмут, как заседали довоенной сессии Верховного Совета Абхазии. Там были две противоборствующие фракции, грузинская и абхазская. Они с друг другом разговаривали намного корректнее. Понимаете? Мы вот ждали, когда они будут говорить. Ждали, потому что шел обмен аргументами. Не было никакого крика.
При том, что накал политической борьбы был очень высокий. Что сейчас мы здесь делаем? Временами даже страшно. Да, что мы сейчас здесь делаем? Вот такое принципиальное. Тогда принципиальные вопросы стояли. Вот. Может, вот эти люди, которые, я не говорю, это и парламента касается, исполнительной власти, вот они посмотрят, может быть, они в ум придут, это будет служить примером. Или, может, скажут, ну, знаете, нам, в конце концов, не место здесь. Это надо по телевизору транслировать. Потому что, ну, вот мы говорим, вот мы же хотим, чтобы у нас жизнь сегодня была лучше, чем вчера, завтра была лучше, чем сегодня. Это же, естественно, наше стремление. Так? Мы, к сожалению, этого не наблюдаем. Ну, как это может происходить, если у нас власть предыдущая была более компетентная? Это постоянно. Это происходит, это у нас тенденция уже прочная. Предыдущая власть лучше, чем нынешняя, будущая хуже, чем нынешняя. Ну а как может быть стать лучше жизнь, если у нас людей, которых мы выдвигаем в депутаты, назначаем на ответственные министерские посты, они меньше соответствуют критериям, не знаю, каким-то не только профессиональным. Но в конце концов, ну иногда, знаешь, вот я помню, когда вот этот золотой парламент заседал, мы включали, ну, удовольствие получали, чего они говорят. А сейчас испанский стыд какой-то. Понимаете? Это все ответственность нашего общества. Естественно, если мы дадим захлестнуть вот этой субкультурой, вот этой субкультуре или культуре насилия, как Надя сказала, нашей официальной структуры, но никакому современному государству нельзя будет говорить. Ну как может построить современное государство, не могут построить невежды, даже очень патриотичные. Это совершенно исключенный вариант. А это будет вот такое постоянное выяснение отношений. И это будет, если, это не будет, как, не знаю, как в Испании или в Германии фашизм с гестапо и эсэсовцами. Это будет разновидность вот Гаити, там Тантон Макуты были, квази-правоохранительные структуры, которые могли по указанию преступной группировки, которая из себя представляла власть на Гаити, вот, расправляться с людьми, которые или по своему усмотрению это делали. Понимаете? Ну, мы же видим, что вот для меня очень показательно, вот сейчас пересылают везде, Олег Несторович Доменя сказал, это ужасная страна, говорит, получилась. Он говорит. Сейчас на заседании у президента Гиви Допуа то же самое. сказал, что не хочет здесь жить. Но некуда ехать. Это люди основоположные, они входят в число создателей этого государства. И Олег Несторович Доменя, и вот Гиви Допуа. Ну надо же, потому что они по-другому формировались. Вот мы все время говорим Владислав или других соратников Владислава вспоминаем. Ну для чего мы их вспоминаем? Чтобы ими прикрываться или чтобы следовать каким-то лучшим примерам? Вы посмотрите просто, надо сделать отдельную рубрику, вот просьба и к телевидению, и к парламенту. Пусть показывают, как эти люди вели полемику, как отстаивали государственные интересы, как они разговаривали, какая культура была взаимоотношений. Это все очень важно. Иначе скоро мы не отличим. Они скоро будут стрелять друг друга на заседаниях Кабинета министров, парламента, бить друг друга. К этому мы можем прийти. Но, с другой стороны, у нас действительно огромные проблемы с соблюдением прав человека. И Надя говорила об одной стороне, там, об оружии, да, которое все время где-то возникает и где-то стреляет, но с другой стороны есть правоохранительные структуры, которые, в общем-то, тоже особо не отличаются как бы законопослушностью. Да, я вот в силу того, что я журналист и периодически смотрю различного рода ситуации, как они развиваются. Да, там известная история, когда задержанный Тарба скончался, да? Да. Скончался от пыток, и потом этих людей, которые там милиционеров оправдали,
вот этот суд ты смотришь, да, над этими людьми, и в общем-то, такие фантастические вещи там произносятся, что вот в камеру, то есть в комнату, где проходит допрос, да, вдруг кто-то врывается, то есть это все происходит в МВД, кто-то врывается в масках, выкрадывает твоего арестанта и обвиняемого, и как бы и куда-то исчезает, да, и потом этот человек, который как бы отвечал за этого, как его, арестованного, он впадает в шок, а потом после шока, когда вышел из шока, он просто пошел домой. То есть, и вот, и дело в том, что вот эти показания, они как бы принимаются как бы за чистую монету, и суд говорит, да, конечно же, он просто пошел домой. То есть, и мы не находим этих людей, которые участвовали в этом беззаконии. То есть нам нужен как бы вот этот ажиотаж, нам нужно некое давление общества со стороны, нам нужно, чтобы те же отзюбженцы сюда подходили к стенам парламента, чтобы какие-то очевидные вещи пускать в некое правовое русло. То есть, я понимаю, там найдено возмущение, когда люди стреляют с пистолета. Я вообще этого не воспринимаю. Праздник, не праздник, оставьте это оружие в покое. Не стреляйте, да, всякое может быть. И очень многое чего происходит, когда люди там невинные, которые пришли на свадьбу где-то посидеть и погибают на этой свадьбе. Да, но когда ты милиционер, как бы и после тебя, как на поле брани, остаются раненые, ты их покидаешь, не оформляя ни протокола, ничего, у меня возникает вопрос, а настоящая ли это милиция? И куча таких вещей. Да, я здесь вообще никого не собираюсь не защищать, ни депутата парламента, который тоже как бы эмоционально, там не эмоционально, ты достаешь пистолет, но ты должен понимать, что на тебя все смотрят, в конце концов. И это плохой пример, когда ты стреляешь. Да, но когда для того, чтобы одно административное нарушение, оно, кажется, стрельба у нас, к сожалению, оно просто является попадает под административное нарушение, да, и ты, как бы препятствуя, как бы приводя как его, к порядку в этом административном нарушении, да, там к закону приводя, совершаешь еще более тяжкое преступление, которое тянет на уголовную статью. То есть у нас, к сожалению, вот эта парадоксальная такая ситуация сложилась, что слишком вольное отношение к законам. Ну, если есть культ силы и культ оружия, он пронизывает все общество, в том числе и правоохранительные органы. Они такие же члены общества, как и мы. Но культ силы, мне кажется, создали все-таки наша политическая элита, которая в какой-то период, потеряв аргументацию, она поняла, что самым главным действенным аргументом является сила. И вот эти периодические... Если бы из общества не шли импульсы, да, никто бы это не поддержал. Там штурмы всяких административных зданий, в том числе и президентского дворца, это вот как бы самый такой, наверное, это просто наиболее явное проявление вот этого культа силы. Мы вот стоим на пороге очень серьезной ситуации. Когда окончательно будет в архив сдана политическая культура, на основе которой Абхазия формировалась, она просто становится у нас шире. Вот эти все разговоры про Апсура, про уважение, про независимость, суверенитет, это закон, и все порядок, это все ширма для совершенно других дел становится. Это же мы находимся на пороге. Это только на властях главная ответственность лежит. Но это ответственность общества. Ну слушай, в конце концов, вы же помните, когда выбирали депутата до войны? Что мы хотели? Мы хотели, чтобы депутат мог достойно представлять Абхазию на политической арене. Этого мы хотели от него. Выбирали поэтому самых образованных, самых лучших. А помните людей, которые не попали в парламент, а ближайшее окружение составили? Это тоже были просто лучшие представители нашего общества.
То есть, если мы знаем, если вот этот депутат не пройдет, ну другой пройдет, который не намного ему уступает или может это превосходит. Они примерно в одной категории были люди. Сейчас кого избирают? Сейчас избирают человека, который будет лоббировать узкие какие-то клановые интересы. Может, преступные интересы будет лоббировать, понимаете? То есть общество такой заказ формирует для формирования, для того, чтобы создать власть. Это всех людей касается. Но ты знаешь... Но если мы это не остановим, не придем в ум, ну это просто это же необратимо. Это просто здесь невозможно будет жить законопослушному человеку. Чтобы выжить, он должен будет соответствовать, он должен будет вооружиться, обзавестись агрессивной родней или примкнуть к какому-то клану и отстаивать свои естественные права. Вот ты говорил про права человека. Вот. Все время у нас клянут эти права человека. На Западе почему права человека появились? Это социально-экономическая необходимость. Вот эта вот картина, которую мы видим на Западе, это в том числе следствие защиты прав человека. Потому что защита собственности, защита личности, с этого начиналось. Это начиналось еще в Средневековье. Это оттуда берется. Поэтому, если мы хотим, чтобы мы говорим правовое государство, это включает уже права человека, защита их. Чтобы человек пошел защищать свои права не в оружейку свою, понимаешь, а пошел в органы власти. Вот. А это их обязанность. Если они не будут это делать, все вооружатся и будут сидеть в окопах. Ну, нормально, будем так жить. Без света, без воды. Ну вот ты говорил о том, что вспоминал о том, как формировался тот же первый парламент и так далее, но это все-таки была такая ситуация, когда существовало грузино-абхазское противостояние и так далее, и само абхазское общество, и не только абхазское общество, вот не грузинское, да, вот все, потому что и русские, и армяне, и греки и так далее, они, в общем-то, выдвигали людей, которые могут, в общем-то, на интеллектуальном уровне показать некий другой политический продукт, да, и другую перспективу. И, кстати говоря, мы тогда, в общем, выглядели намного лучше, вот исходя, вот так смотрю, те же кадры, о которых ты говоришь, там, до военного парламента, ты понимаешь, что у нас достаточно хорошие выдвиженцы были, да, те, которые умели говорить, там, излагать мысли аргументированно и так далее. А сейчас, в общем-то, этого нет, но я наблюдаю вот на примере этой же истории, которая произошла вот в День Победы, я наблюдаю, в общем-то, реакцию вот этих тех людей, кстати говоря, и тех людей, которых мы тогда вот в конце 80-х, начале 90-х выдвигали на эти, в общем-то, представительские, давали им такие представительские функции. Я наблюдаю, то есть в зависимости от того, здесь же не важно кто, что, не важно действие, не важно, что ты сказал и как ты, кто сказал. Важно, кто это говорит. То есть исходя из действия, то есть смотрят, оценку дают, исходя из того, кто участвует в этих. Да? То есть люди, которые там, допустим, властно настроены, они апеллируют исключительно, я вот читал вот заявление Айтайра совместном, и Айтайра и Амцахара, где, в общем-то, все заявление было посвящено там, депутату парламента, который там пистолет и так далее, и он почему-то должен быть временно сложить свой мандат, то есть свое неприкосновение, да, ну, хотя такую процедуру, кажется, вообще нет. Нет. Можно снять, да, но снимать временно мандат, да, это не снимать. Но как бы с другой стороны, и при этом как бы и не вспоминают про людей, которые избиты. Да, я сейчас даже не пытаюсь проставить акценты, что они ветераны и так далее. Люди, это наши граждане, даже не граждане были бы, россияне были бы, просто избиты были. Это действительно как бы нонсенс, да, такой правовой, чтобы людей вот так бросили и ушли. Мы, к сожалению, исходим не из норм закона, а нормы закона, они всегда так прописаны, чтобы людям было удобно жить.
как бы удобно жить, и это государство более И спокойно, безопасно. да, и безопасно. Это Безопасно. государство как бы дальше развивалось бы, а не жило бы от кризиса к кризису. Но, к сожалению, из-за вот этого какого такого дисбаланса взглядов на проблемы, на любые проблемы, да, через всякие, обычно мы смотрим через призму политических предпочтений, у нас такой кавардак. И мне кажется, здесь, наверное, все-таки это ответственность наших политических элит, в общем-то, чего пенять на обычных Это и граждан. наша всех ответственность. Инал, я вот сейчас, извиняюсь, потяну одеяло на себя. И ответственность и политических элит, и ответственность каждого гражданина. Да, у нас все-таки, мне кажется, это все взаимосвязано, правопорядок и так далее, и отношение общества к власти, и отношение к власти, к самому обществу, к своим гражданам. И отношение граждан к своему государству, да, которое, как да. их там Оно все-таки взаимосвязано. Как ты думаешь, вот сейчас в контексте вот этого произошедшего, мы способны вообще делать какие-то выводы? Ну, сидим, делаем же. Нет, я имею в виду, мы-то можем делать выводы. Я имею в виду вот из этой ситуации, допустим, с того, с чего у нас начинаются кризисы. У нас в реальности начинаются кризисы, наверное, с малого. Но на самом деле у нас кризисы не начинаются уже давно. Да. Мы живем в состоянии кризиса. И он не решается. У этого кризиса вполне ясные социально-экономические и политические причины. Просто перевороты эти все, они являются следствием этого всего. Сейчас эти причины не устранены. И сколько бы политически разные организации не говорили, не допустим переворотов, это ничего не значит. Потому что власть должна выполнять свои функции. Вот. Если она занимается устройством социально-экономической комфортно более-менее жизни в интересах всего общества, ей не будут грозить никакие перевороты. Понимаешь? То, что мы наблюдаем, это как раз вот признак того, что перестает работать законный метод. Вот что происходит. Это же у нас резонанс такой приобрело, потому что это с участием представителей власти произошло. Может, это и хорошо, общество сконцентрируется на этом внимании. И символично еще в День Победы, что пострадали ветераны, авторы этого всего государства. Понимаете? Это же все-таки какой-то сигнал должен в головной мозг поступить. Давайте разберемся, почему это произошло. Почему, допустим, там же и дети ветеранов участвовали в этом всем деле. Ветераны, их дети. Откуда такое безжалостное такое отношение? Ну, вообще, я не понимаю, как можно с человеком вот таким образом обойтись. Это же даже со зверем некоторые так большинство людей не позволят со зверем себе так обходиться. Что это за методы такие варварские? Ну, это все нужно рассмотреть. Не получится. Если мы будем опять заниматься по партийному принципу, отстаивать интересы своего, прав он, не прав, по клановому, партийному, политическому принципу будем отстаивать вот эти интересы, защищать своего представителя, ну мы к чему? Мы хотим к гражданской войне прийти? Надо чуть-чуть подняться над вот этими клановыми, групповыми интересами. Ну слушай, мы можем сделать так, что мы друг другу жить здесь нормально не дадим. Ну зачем? Нужно взять, вот сказали прокурору, пусть разберется прокуратура. Здесь помимо закона еще есть моральная оценка. Вот в соответствии со всем, пусть хотят АПСОРа привлекут, хотят привлекут основные наши законы, которые у нас есть. И нужно решить эту проблему так, чтобы общество сказало: молодцы, они решили ее справедливо по закону. Не исходя из того, что сват, брат, родственник или кто. И все вот в той мере, в которой они виноваты, правоохранители, депутаты, они должны в соответствии с этим понести ответственность. Чтобы это не повторялось и не шло дальше. А сколько их людей, которые вообще бесправные. Хорошо, вот у него никого нету. Ну затоптали его, пошли дальше, он умер, ну и помирай.
С другой стороны, мне кажется, Это же сигнал. Его так и надо использовать. Любые негативные события в стране надо попытаться обратить себе на пользу в качестве опыта. Вот это, если мы не способны сделать, ну, я не знаю, тогда рецептов никаких нету. с другой стороны, мне кажется, очень у нас в последнее время, не только последнее время, часто апеллируют апсоры и так далее этим духом. Но мне кажется, вот здесь у нас огромная проблема. Мы стали слишком агрессивны, мы недоброжелательны друг к другу. И тот же конфликт, который, в общем-то, произошел, вот все эти события, они могли, ну, мне кажется, что пойти совершенно по иному сценарию. Ну да, человек там в День Победы, да, совершил плохой поступок, пострелял. И да, милиция пришла, среагировала, увидела там, стоят ветераны войны, стоит депутат. Я думаю, если просто тот же министр подошел бы, да, и сказал бы, слушайте, ребята, я понимаю праздник, но здесь еще и люди есть, да? Да, ты депутат, ты имеешь право этот пистолет носить, да? Нет, Может, разойдемся? То есть всегда можно найти... люди умеют разговаривать. Да, но мне кажется, вот не происходит. вот этой дипломатии, вот этого взаимоуважения... Опять культ силы. Да. Культ силы, да, у нас есть. Я думаю, мне кажется, если мы будем все друг друга все-таки более учтиво, более уважительно относиться, наверное, и вот таких проблем, о которых, которые вдруг нежданно-негаданно, таких ситуаций станет намного меньше. Потому что очень много всяких происшествий и со смертельным исходом, которые возникают, в общем-то, на ровном месте. На ровном месте, когда там всплеск каких-то эмоций, и это все приводит к таким серьезным проблемам, когда идут там как бы фамилия на фамилию и так далее. И мне кажется, здесь, да, понятно, что построить правовое государство это очень сложный путь, но никакого правового государства, наверное, не построишь, если не будет выработана какая-то некая общая культура поведения. Вот то, чем мы раньше гордились, да, и не только мы гордились, и нас восхваляли, в том числе и грузинские писатели, да, там, и говорили, там, воспитаны как абхаз, да, то есть вот этого мы, кстати, стали последние годы как бы резко у нас стало девальвироваться. И совершенно другие ценности мы схватили, и кажется, это проблема. И на этом все-таки, мне кажется, мы будем завершать свой эфир. Мы будем... Надя, ты что-то... Да, давай. Это не было только на пессимистической ноте. Давай. Я хочу сказать, что у нашего общества есть какие-то потенции. Вот, например, перестали воровать на пляжах. Я, как пляжный человек, хочу сказать, что последние 2-3... Раньше воровали безбожно. Даже мы, местные жители, приходя, мы по очереди купались, потому что невозможно было оставить. Вот. Сейчас абсолютно практически исчезло воровство на пляже. Я даже не знаю, каким образом мы этого достигли, но достигли. Многие стали пропускать пешеходов, даже не на зебре. Вы знаете, то есть какие-то вот попытки, вот какое-то общество как-то все-таки пытается цивилизации, какие-то положительные тенденции я вижу. Но просто есть надежда. Да, Общество хочет жить комфортно, да, общество хочет, друг друга, да, не орать да, друг на друга. да. Ну, да. это же надо поддерживать. Да, вот это надо поддерживать. То есть я хочу сказать, что положительно что-то есть, вот надо, опираясь на это, работать дальше просто. И вообще внушать каждому человеку, это в школе должно быть, что государство от тебя зависит. Понимаете, ну не только от власти, не от каких-то там государственных структур, домоуправ, а каждый из нас ответственен. Знаете, вот, ну, вот без этого ничего хорошего не будет просто. На этом мы все-таки будем, наверное, закругляться. И я единственное, что пожелал бы, чтобы все-таки, да, я понимаю, это будет тяжелая
испытание для тех, которые принимают решения, какие акценты проставить. Но если, я думаю, если будут акценты проставлены по закону, в конце концов все стороны так или иначе примут это. И Только это и примут. только это и примут. Справедливость, примут Да. справедливое решение, да. И на этом мы будем прощаться. Я напомню, что сегодня в гостях у нас была писатель Надежда Венедиктова, наш постоянный эксперт Астамур Таня и Айнал Хашиг. До свидания, до новых встреч.